торговая сессия от меня для вас. У нас на аккаунте $228, и мы постараемся заработать 53-60% к этому депозиту. И также под этим видео я оставлю ссылку на свой телеграм-канале, где я провожу прямые трансляции бесплатно, абсолютно с подписчиками. Мы вместе зарабатываем. Сегодня у нас получается пятница. Кому-то доброе утро, а кому-то доброй ночи. Так что, ребята, погнали и посмотрим, что можно, как можно тут торговаться и забрать свои плюсы. Сегодня у нас, вот как мы видим, без OTC валютной пары тоже у нас работают, как бы. Но суть в том, что тут процент мало. Получается, у нас выплата мало получается, поэтому нам это все не подходит. Лучше выбираем валютные пары, которые нам подходят, и там будем торговаться данной валютной парой. Нисходящий тренд тут, как мы видим, и тут была зона поддержки нашей, а последняя обновочка была вот тут, локальная наша точка сопротивления. Поэтому от данной области можно зайти 1 минута на понижение сделок свой. И потом в дальнейшем шаг мы должны обновить вот эту коридор цены. Потом посмотрим, если пробоя будет, тут получается следующий шаг. Мы должны обновить вот эту максимальную нашу поддержку на этом графике. У нас 1-минутный таймфрейм, и время экспирации у нас тоже самое 1 минута. Поэтому я думаю, все будет четко, и мы погнали. Ну, получается 53-60%. Это получается я должен заработать, если 100 долларов сверху зарабатываю, это уже будет 50%. Ну, постараемся. Угу. Мы идем в нужную нам направление цены. В дальнейшем шаг на 5-минутном таймфрейме. Что у нас тут есть? Есть еще уровни, которые может ли цена пробить. Тут, как мы видим, есть уровни, но до этого не пробился. Тут должно быть откат. Поэтому тут можно зайти на 2 минуты на повышение цены и пропускать вот этой, получается, пункты. В случае чего время у нас четкое хватит. А также цена может обновить, потому что, как мы видим, данную линию нашу еще не обновила. Сразу, что было тут, кеп на повышение цены. 2 минуты подождем и посмотрим, что к чему. Не тот нисходящий тренд. По логике вещей, для новичков особенно торговаться от уровня до уровня. Уровень сопротивления и поддержки. Вот так, если вы торговаться будете, не будете потерять свои деньги. И да, я трейдер, который уже более 3 лет в этой сфере работаю. И у меня есть основной канал для таджикской аудитории. Второй канал недавно я сделал для русскоязычных людей. Поэтому вы можете зайти, посмотреть мои результаты, как люди со мной зарабатывают. Просто вот зайти в Telegram и посмотреть. Мои результаты удивляют ли вас или нет. Ну так что про лайк и комментарии тоже не забудьте. За мой русский язык строго не судите, пацаны. Это 3-е видео походу будет. В дальнейшем я постараюсь уже словарный запас свой улучшивать. Это все четко. У нас остался 27 секунд. Ждем. И потом ищем наш третью сделку где-нибудь. Можно на этом валютном паре торговаться, но чуть опасно тут. Почему? Потому что тут есть тренд у нас, тут боковик, накопление, тут по-любому будет пробой. Главное не попасть на этот пробой. Наша сделка зашла в плюс. Подождем, если откатнется сюда. Опять можно зайти 1 минута на повышение цены, как бы. Тут просто есть объем, а этот объем может быть ложный. Поэтому нам лучше
лучше же ждать момента. А ждать-то я не особо люблю. Давайте я зайду на понижение цены. Почему? Потому что тут, понятное дело, мы обновили, а тут у нас уже красная свеча. По идее, должно быть обновочка вот тут. Поэтому 1 минута на понижение это самое лучшее решение. И тренд у нас то же самое, нисходящий тренд. Ждем. 30 секунд у нас остается. Я вам одно скажу, ребята, в этой жизни легкие деньги нигде не бывает. Легкие деньги только у мошенников могут быть и все. Чтобы заработать деньги, надо раскачать свой ум и зарабатывать. Тут нету такого, что ты пополнил баланс свой на $100 и стал на завтрашний день миллионером. Если такие видосы вам попадется, то это не то. Поэтому всякую чушь не верьте. Я показываю все без монтажа, плюсы, минусы, без разницы. И постараюсь быть честным по отношению к аудитории. И таджикская аудитория из-за этого меня любит и ценят. Из-за того, что я открыто со всеми разговариваю. Тут, как мы видим, есть наша точка входа, да? То же самое. Точка поддержки есть, да? Которую мы обновили. И есть локальная точка. Вот тут, получается, раньше была у нас зона тоже поддержки, а также сопротивления. Дальнейший шаг у нас что идет? Зона, локальная зона сопротивления и тоже самая поддержка. Поэтому тут мы зашли 1 минута на повышение цены. И как мы видим, тренд у нас на боковике. Тут может пробитие быть. Почему? Потому что так долго мы уже на этом боковике, цена двигается. Но тут не забываем про одно, про каждого касания. Раз касание откат, второе касание откат и третье касание тоже может быть откатным будет. Поэтому я зайду еще один раз на повышение цены, потому что время у меня не хватит и точка входа неправильный был. Ну, неправильно не могу сказать, просто я пункты пропускал. Вот тут мы заходили, а сейчас от идеальной точки зашли. Это мой ошибок. Естественно. Имеем на перекрытие. Сейчас закрываемся. И посмотрим, как утром работает, получается, график и движение рынка. 20 секунд у нас остается. И да, в основном в трейдинге есть три направления цены. Восходящий канал тренда, нисходящий, боковик тренд. А есть три вида стратегий. Кто-то умеет зарабатывать только на восходящем тренде, а кто-то на нисходящем, а кто-то на боковике точнее. А я зарабатываю в любом ракурсе этого тренда. Мне без разницы. Можно сказать, у меня нет стратегии. Я зарабатываю по тренду. Если тренд движется, цена двигается на боковике, я зарабатываю от точки поддержки и сопротивления. Если у нас восходящий тренд, то же самое, от линии по линии. Если рынок не будет по, как бы вам сказать, по тренду пойти, я лучше буду искать валютную пару, где по тренду все работает. И на этом ситуации я зарабатываю уже свои деньги, которые хочу. Тут то же самое, как мы видим, отката было. И нисходящий тренд, да, образно. А тут цена двигается на боковике. Поэтому тут я должен спуститься на $10. Почему? Потому что наша сделка перекрытия зашла в плюс, правильно? Теперь давайте ищем другую валютную пару.
И посмотрим, что к чему. Тут восходящий канал тренда. Если тут пробой уровня нет, то это непонятно, где будет разворот рынка. Поэтому надо смотреть на график полностью и понимать, где есть у нас еще уровень, и цена может до куда докатиться. Как мы видим, вот тут есть у нас зона, получается, сопротивление. Цена пробила локальную область своего, да, вот тут было. Тут пробитие, как мы видим. А тут получается, что цена двигается прямо вверх. Подождем идеального момента для точки входа. Почему? Потому что цена может откатнуться вот до этого уровня и опять потом дальше пойти на этот коридор. Лучше я подожду, откат что-нибудь, потом зайду на сделку. Давайте это избранный поставим. Где у нас это? AUDGPY, да, AUDGPY. Вот так сделаем. И дальнейший шаг наш. А тут что у нас происходит? Тут у нас, как мы видим, на максимуме, да? Наше время хватит, должно хватить. И тут тоже самое пробитие было. Как мы видим, теперь откат должно происходить. Цена должна дойти вот до сюда, как бы, по моему логику. Тут в трейдинге, вот именно в бинарных опционах, только вот логика, если у тебя работает, то ты тут забираешь свои плюсы. Если ты эмоционально торгуешь, тут ты потеряешь все. Поэтому лучше работайте с холодной головой, и все у вас получится. Ничего, в один валютную пару потеряли, на другую валютную пару уже вы заходите в плюс. Ничего страшного, тут пробоя было и ложный откат не свеча. Поэтому тут получается мы потеряли $10, да? А тут что у нас? Восходящий канал тренда, против тренда не особо мне хочется зайти, поэтому лучше давайте найдем момент, где можно зайти. Тут AUD, OTC, что происходит тут? Обновили локальную нашу точку, и тут можно 1 минута на повышение цены зайти по идее, но точка входа не идеальна. Угу. Почему точка входа не идеальная? Я бы мог зайти вот от начала, вот отсюда, и идеальный был бы точка входа. Поэтому ждем. У нас сколько тут? 35 секунд. И ждем результат нашего сделка. В случае чего тут ставим наш третий догон. Перекрытие, точнее. Догон или перекрытие, кому как это удобно, так как говорит, да. У нас получается тут была обновочка вот тут. Из-за этого мы зашли на перекрытие сделок наш. Поэтому вовремя успели. Вовремя успели. Если я сделку вот тут открыл бы, да, как я сейчас объяснял вам. Если вот тут я открыл бы, мы уже забрали бы плюс. А из-за того, что я вот тут открылся, поэтому мы забрали минус. Ничего страшного. Да, так будет, да. Теперь тут, тут процент мало. 84 платит за эту валютную пару. Попробуем, что получится у нас. Угу. А тут что у нас? Восходящий канал тренда. Давайте другие тренды будем искать. Вот это AUDGPY. Что у нас тут? Как мы видим, тут пробоя уже непонятно. Разворот где будет там. От данной области. Очень интересно. Можно тут зайти 1 минуту на повышение цены, но цена может докатиться вот до сюда.
Сейчас я вам покажу. До данной области она может дойти. Но тут восходящий тренд. Правильно, откат был к уровню, который я поставил. И второй наш откат, если что, закроется вот тут. Правильно? Но у нас время должно хватить. Почему? Потому что тут получается у нас новая свеча. 5-минутная. Из-за этого мы должны обновить данную свечу, потом пойти на понижение сделок. 10, 8. Угу. 4, 3, 2, 1. И наша сделка зашла на минус. Будем ждать наш второй сделок. А вот тут уже непонятно, как торговаться. Лучше от этой зоны. Надо зайти на сделку. Это для всех нас лучше будет. Для меня и для вас то же самое. Но вы как зрители наблюдаете же, да? Сколько перекрытия у меня и так далее. По логике вещей надо зарабатывать, а не эмоциональной торговлей заниматься. Угу. Нисходящий канал тренда, да, я вижу нисходящий канал тренда. Поэтому что? 1 минута на понижение сделок. А теперь сразу на 5-минутном таймфрейме посмотрим, что тут было. Правильно? Что тут было? Тут мы обновили локальную точку наш. Вот это максимальный. Сейчас я скажу вам. Локальный или максимальный. В данный 15-минутном таймфрейме это получается максимальная наша точка поддержки. Мы обновили. Но тренд не изменился. Тренд остается нисходящий. Поэтому по логике вещей мы должны зайти на понижение цены, а не на повышение цены. Тут, понятное дело, обновил, отколкнулся, теперь должно вот как тут. Обновил, отколкнулся назад, вот так. По тренду надо зарабатывать денег. А не так, есть новички, которые видят зеленую свечу и думают, о, подождите, она пойдет наверх. Но это так не работает, ребят. В моем телеграм-канале все бесплатно. Вот трансляции ввожу, и там люди со мной зарабатывают. И пойдемте теперь другой момент искать. Тут есть у нас цель, где может дойти цена. Вот до данной зоны может дойти? Конечно, может. Поэтому что? Заранее можно зайти на сделку, но не на минутный таймфрейм, а на более серьезно. Если сейчас будет вот эта красная свеча, вот тут, если свеча, сейчас минуточку я вам поставлю. Вот сюда хотя бы спустится, если это свеча, то я зайду на повышение цены. А данная область для меня не идеальная точка входа будет. Поэтому лучше я буду ждать или искать другие варианты событий. Тут был разворот. Раз, два. И цена понижения. Нисходящий канал тренда. Теперь восходящий канал тренда. Правильно? Мы стремимся обновить данную зону. Поэтому давайте лучше подождем вот тут. Или давайте не будем ждать. Ну, я не любитель особо ждать. Но, по идее, надо ждать. Понял, да? Если вы новички, особенно ждите. Цель поставлена, вот эту цель ждите. Почему? Потому что тут получается раз, два, три, четыре, пятая свеча, да? Тут то же самое может происходить. Раз, два, три, четыре, пятая свеча, зеленый, да? Шестая наша свеча, красный, да? Тут сейчас повторение то же самое будет. Поэтому я вам говорю, лучше берегитесь. И один нижний гэп, и все, наша сделка не проходит. Поэтому теперь придется
На что зайти? На перекрытие этого сделка. Чуть подождем. Давай, чуть-чуть. Что делать? Окей. Это второй мой сделок на данной валютной паре. Потом валютную пару, как я сказал, будем менять. А тут у нас уверенные 5-минутные. Посмотрите просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все зеленый. Это объем есть на повышение. Ждем. 18 секунд остался у нас, получается, да? 14. Угу. Вот наш цел. Только что мы обновили данный наш цел, но я валютную пару быстренько меняю. Мне не особо хочется там потерять средства свои, поэтому лучше зайти на более выгодные нами условия. Тут чуть торопился я. Ничего все страшного. И выбираем 2 минуты. А данный область можно зайти на повышение цены. Тут, как мы видим, боковик, до сих пор боковик идет на валютной паре AUD до TC. Мы можем обновить данную точку. Потом в этой случае у меня время не хватит. Из-за чего не хватит время? Из-за того, что я сам ошибался и рано зашел в сделку. Это моя вина. Это не вина этого рынка и так далее. Понял? Ошибку надо принимать. Почему? Потому что сейчас цена может просто спуститься до сюда, и все, моя сделка не заходит, и наш цел, который был, заработать 50%, его тоже не будет. Поэтому теперь у нас нет вариантов. Мне же надо это, да? Вот от данной области опять 2 минуты, и посмотрим. Получится, не получится. Просто так видео вкладываем, и все, нашу ошибку поймем. Где и за что. Почему? Потому что тут у нас долгое, да, накопление шло. Тут 40 секунд остался, тут минута. Поэтому я вам еще раз говорю, я трейдер, который вкладываю все без монтажа. Плюс и минус без разницы. Если вот эта наша сделка успеет зайти, то получается мы в шикарном плюсе будем. А если нет, то придется мне опять разделить эту сумму и догнать эту еще один перекрытие зайти. Сколько у нас? 10 секунд. Угу. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не прошла. Угу. Вторую сделку нашу посмотрим. Тут минута остался. Ошибка моя была. Ничего страшного. И да, ребята, всякие боты и так далее, не верьте. Если эти боты в пользу вас бы как бы работали, люди вам бы не предлагали такие боты бесплатно, особенно. Поэтому не верьте, эти боты, моты, это все путь к сливу средства свои. Лучше сами научитесь, сами торгуйтесь, это легче для вас будет. Сейчас я, наверное, уже видео долго, поэтому сейчас, если эта сделка проходит, просто у меня нет сейчас средства, проходит, еще раз можно зайти на повышение цены, но мы успеем, не успеем, сейчас посмотрим. Ага, сделка зашла в плюс, теперь 106, да, там 106 был, да, 106 был. Теперь 1 минута, 1 минута.
Не успели, ничего страшного, меняем валидным паром. У нас же прикрытие. Ну, тут восходящий канал тренда. Был откат, был откат, был откат. Правильно. Можно тут, по идее, зайти на сделку, но опасно гото. Опасно гото. Ждем результат нашего сделки. Если эта сделка проходит, мы уже, наверное, 50% или 60% к своему депозиту сделали. Если не жалко, поставьте в этом видео лайк и напишите своего мнения в комментарии и зайдите в моем телеграм-канале, там будет офигенный результаты мои и моего работу увидите, да? Как бы 4, 3, 2, 1. Наша сделка зашла в плюс, но мы не зарабатывали еще. 228, 50% от этой суммы получается 100 чем-то. Нам еще придется, давайте сделаем так. $20. Одну минуту посмотрим, что тут происходит у нас. Да? Правильно? И валидный пару меняем и постараемся торговаться. То, что AUD ТС, да? Ничего себе мы обновили, да? Теперь у нас пробытие будет. Такой уверенный шаг у нас был. Но боковики, самый опасный коридор, который можно торговаться. Но цена может дойти до данной области. Потом отсюда зайти на понижение, тоже вариант. Но у нас есть еще одна, где цена может дойти до данной области. Но не сразу. А вот тут мы что замечаем? Слабость. Накопление. Свечи, тени, которые тут образовались на 5-минутном таймфрейме. Эта свеча может стать тенью? Может, конечно. Но наше время хватит или не хватит? Не хватит. 3, 2, 1. Еще раз на понижение получится. И давайте сразу третье прикрытие отсюда откроем, если что. Если что. Хотя, получается 328 должно быть, и у нас уже будет 50%, да, по идее? Да. Еще 428 будет, уже это 100% депозита. Я думаю, нам хватит 50%. Еще одна двадцатка. И потом закончим нашу торговую сессию. И я, наверное, вечером выкладываю это видео на своем YouTube канале. Много, наверное, я болтовал, как бы. Следующую видео, если много болтовал, скажите, что много болтаешь. Я буду больше не болтовать, а показывать работу. Хорошо? Спасибо. Если эта сделка заходит, получается, мы уже зарабатываем 50%. Да.
по логике вещей торгуемся и по логике вещей забираем то, что хотели. 325. Процент упал. Видели, да? Процент упал. Я думаю, на этом давайте закончим торговую нашу сессию. Потому что, почему? Потому что сделка у нас было очень много. И мы зарабатывали 50%, что хотели. Там $3 не хватает. А также завтра постараюсь записывать что-нибудь интересное и торговаться либо только на одном тренде, чтобы вас научить, да, как торговаться на одном тренде. Потом послезавтра записывать на другом тренде и так далее. Точка входа идеальных. От вас только требуется, ребята, если не жалко, лайк под этим видео и обязательная подписка на моем телеграм-канале и YouTube канал. Всем удачи!